Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и в ближайшие полчаса о главных событиях дня. В новый сезон с большими надеждами. В преддверии старта континентальной хоккейной лиги сегодня Рустам Минниханов встретился с игроками Акбарса. Президент призвал беречь себя и сравнил любовь к команде с любовью к ребенку. К сезону барсы подходят в статусе одного из фаворитов. Летом команда усилилась игроками мирового класса Александром Радуловым, Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Возглавил казанцев Олег Знарок, харизматичный тренер с внушительным бэкграундом. Ему предстоит максимально раскрыть звездный потенциал Акбарса. Какое напутствие дал хоккеистам Рустам Минниханов и какой подарок подготовили для президента игроки, Рамиль Галиуллин расскажет. На работу можно ходить, зачем прогулка? Встреча команды с президентом начинается в раздевалке Татнефть-арены. Специальный подарок для Рустама Минниханова из рук капитана Даниса Зарипова. Толстовка с эмблемой клуба. С гордостью будем носить. Из раздевалки в зал встречи. Все разговоры о новом сезоне. И перед каждым одна задача – выиграть Кубок Гагарина, подчеркивает президент. Хайрли Саратта по-татарски – это добрый час. Вот все наши пожелания. Мы всегда с вами. Ну, желательно, конечно, если вы победители, если все равно, если даже мы где-то что-то у нас не получается, как бы ни было, вместе с вами, с большими ожиданиями. Ну и всегда же от своих детей ждешь очень много, но и с надеждами. Надежды и правда большие. В этом межсезонье Акбарс провел мощную трансферную кампанию, которая уже обеспечила команде статус одного из фаворитов. Коллектив возглавил именитый специалист Олег Знарок. За его плечами работа во многих клубах страны и сборной. В дополнение к этому казанцы подписали суперзвезд Вячеслава Войнова, Вадима Шипачева и Александра Радулова. В состав вернулся Станислав Галиев. Команда настроена по-боевому. Для покорения высоких задач созданы все условия, отмечают новички. Мы понимаем значение Акбарса для Татарстана, поэтому сделаем все, чтобы оправдать доверие. Это вот так вот. Клуб, наверное, я первый раз вижу такую организацию, а проработал я уже во многих местах. Все на высшем уровне. Удалось и сохранить лидеров. На год контракт продлил Данис Зарипов. Готовимся, обещаний на этот раз никаких не будет. Да, без обещаний, ни заявлений. Да, просто будем доказывать работой, и делом, и результатом. Еще один лидер команды Дмитрий Воронков сегодня получил медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Он удостоился ее за выступление на зимней Олимпиаде в Пекине. Дмитрий в составе сборной России завоевал серебро. Поздравляю. Напомним, в прошлом сезоне в Кубке Гагарина казанцы выбыли на стадии 1/4, уступив «Авангарду». Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Борьбу за трофей Акбарс начнет 3 числа в Москве против местного «Динамо». Клубу точно будет приковано очень много внимания. Вы уже его ощущаете, будет интерес. Конечно, будет и критика. И нам всем к этому нужно быть и готовым, и спокойно это воспринимать. Но, как сказал Рустам Нугайбекович, точно вся республика, вся Татнефть, все болельщики, они всегда будут болеть за нас. В завершении встречи традиционное общее фото. А поддержка болельщиков будет нужна уже совсем скоро. Акбарс примет участие в предсезонном Кубке Танека. Он пройдет в Казани с 26 по 29 августа. Рамиль Галиуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Сегодня в России отмечается День государственного флага. Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Президент выложил в соцсети анимационный ролик в стилистике детских рисунков. О важности государственного символа, значении триколора рассказывают дети. Белый цвет символизирует чистоту и совершенство. Синий – небо над головой. Красный – цвет пламени и любви к родине. Когда мы радуемся, флаг поднимается высоко-высоко, чтобы всем было видно, потому что наш флаг – наша гордость. В своем обращении председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин отметил, флаг, герб и гимн – это неотъемлемые атрибуты государства, предмет гордости и основа национально-культурной идентичности. Флаг является непременным участником международных встреч и переговоров, связывает воедино трудовые свершения и яркие достижения россиян во всех сферах – науке, экономике, культуре и спорте. С начала нового учебного года в целях воспитания патриотических чувств и уважительного отношения к историческим, духовно-нравственным ценностям каждая неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна страны. В этот день от всей души желаю, чтобы каждый, глядя на величаво развивающийся бело-сине-красный государственный флаг России, испытывал чувство гордости за отчизну, говорится в поздравлении Фарида Мухаммедшина.
Неделя остается до главного праздника всего Татарстана. Праздничную афишу Дня Республики анонсировали сегодня в мэрии столицы. В Казани выступит Аида Гарифуллина, группа Ума Турман, а для праздничного салюта готовят музыкальное сопровождение. Также в программе национальный фестиваль «Играй гармонь», конные скачки, оркестр под открытым небом и культурно-исторический ликбез в автобусах. Экспресс-тур по самым интересным событиям 30 августа у Алии Хайрудиновой. День Республики казанцы и гости столицы начнут праздновать именно здесь, в парке Тысячелетия. В 11 часов утра здесь начнется фестиваль IT-культуры TAT Future. И место, и время выбраны не просто так. Во-первых, в Татарстане год цифровизации. Во-вторых, прямо за парком строится целый IT-квартал. В этом году для праздника подготовили две новые локации – парк Тысячелетия и площадь перед Национальной библиотекой. На последней пройдет фестиваль «Таткульт». Здесь представят актуальные направления культуры, истории и искусства. Выбор пал, потому что все-таки активизировать вот это пространство, потому что все привыкли, что в Кремле, но это пространство как-то не задействовано, оно на самом деле очень привлекательное. И второе, там организаторы еще другие, московские. Посмотрим, чем удивят. Парк Урам станет молодежной праздничной площадкой. Принять участие в мастер-классах или посмотреть завораживающие выступления спортсменов гости смогут с полудня. В 13:30 на площади перед театром Галиаскара Камала начнется концерт победителей фестиваля «Безнен Заман». Программа будет посвящена народному единству, а зрители ждут танцы и песни народов, населяющих нашу республику. В это же время от площади перед театром Камала стартует флешмоб «Уйнагыз гармоннар» «Играй гармонь». Артисты и музыканты в национальных костюмах будут исполнять народные песни и пройдут по центральным улицам Казани и дойдут до площади 1 мая. В 3 часа дня самых азартных будут ждать на Казанском ипподроме. Как все успеть и куда сходить? Жители города уже выбрали свой праздничный маршрут. Самое фееричное – это вот этот салют, который просто все небо заполоняет, и это очень красиво. Очень важны артисты, мы видим их живьем, очень радуемся. По телевизору смотрим салют, все как бы. В 2 часа дня на набережной озера Кабан начнется фестиваль «Милли Кием». Организаторы рекомендуют надеть национальный костюм. И в это же время недалеко отсюда, на улице Каюма-Насыри, начнется концертная программа «Казан Сельгесе» – «Казанское полотенце». 600 артистов будут танцевать и петь, восхваляя свою республику. Концертную программу в 5 вечера подхватит у центра семьи Казан. Хедлайнером станет группа Ума Турман. В 8 часов вечера перед Дворцом земледельцев выступит Государственный симфонический оркестр и Аида Гарифуллина. Отрадно, что мы не двигаемся по одним лекалам. Каждый год появляются новые форматы. День города радует новыми поворотами. Свой заряд радости и бодрости должны получить не только наша молодежь, для которых много мероприятий организовано, но прежде всего наше старшее поколение. Городские автобусы в этот день будут курсировать до 11:30 ночи, метро до полуночи. Пассажиры автобусов 2, 6, 90, 91 маршрутов прямо во время поездки услышат историю уникальных мест, памятников и названий улиц. А безопасность обеспечат 1500 сотрудников полиции и Росгвардии. Предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции в местах массового пребывания граждан, усиление при дежурных частях средств оперативных групп, а также создание резерва на случай осложнения оперативной обстановки. День завершится праздничным салютом. Трансляцию Дня Республики можно посмотреть на канале ТНВ и ТНВ Планета и услышать на волнах Болгар Радиуса. Следите за анонсами. Алия Хайрудинова, Адель Зиединов, ТНВ, Казань. В Татарстане планируют запустить несколько импортозамещающих производств. Об этом сегодня рассказали на заседании Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. Встречу провел Рустам Миниханов. Представители предприятий Татарстана рассказали, какие импортные компоненты им необходимы и что предпринимают, чтобы покрыть их дефицит. В планах наладить производство компонентов для автопрома, нефтехимии и энергетики. Собираются использовать и технологии искусственного интеллекта. Чего ждать от консолидации усилий науки и промышленности, узнал Дмитрий Аренин. Мы увидели 749 компонентов из недружественных стран. Найти им альтернативу сейчас собирается компания «Сибур». Чтобы приобрести необходимое, пока рассчитывают на параллельный импорт, поставки из Китая и других стран. Главное, как говорят в холдинге, запустить собственное производство. Мы пришли к портфелю. Это 18 компонентов малотоннажной химии
и, по сути, 11 проектов, связанных с локализацией катализаторов. Для создания таких импортозамещающих производств Рустам Минниханов предложил несколько площадок в нашей республике. Наверное, нам пора создавать какие-то индустриальные парки или технопарки, куда могли бы прийти вот те, кто хочет заняться этим. Там, допустим, вот опыт нашей особой зоны Алабуга есть, мы готовы построить под них. Вот Химград есть у нас. Давайте мы ее пошире посмотрим вместе с вами. Челнинское предприятие «Татэлектромаш» уже готово помочь КАМАЗу с импортозамещением. Предприятие наладило выпуск компонентов для двигателя R6. Поршень по кованой технологии и юбка и основание поршня приваривается. Сейчас осваиваем 3 вида изделий по программе технологического суверенитета. Это стальной поршень для R6, но и для других российских двигателей. Которые мы брали, да? Сейчас мы пытаемся у себя сделать. Да. Как отметил Рустам Минниханов, КАМАЗу могли бы помочь и другие предприятия республики. Необходимо изучить, какая номенклатура запчастей нужна автогиганту и что из этого можно сделать в Татарстане. КАМАЗ без вот этих деталей, он не может быть выпущен, поэтому надо искать. Надо создавать вот эти предприятия, создавать им условия, чтобы вот технологии получать, материалы получать, рафинат. Минпром. Здесь вместе с КАМАЗом мы должны двигаться. Других наших партнеров, Минпром, вам тоже касается. Ты не в гости пришел. Это на самом деле это государственная задача. Для внедрения инноваций в сфере энергетики в Татарстане собираются создать специальный центр. В нем будут изучать и апробировать новые системы и технологии. Это территория в существующей энергосистеме региона, в которой возможно внедрение апробированных инноваций уже на технологическом полигоне, с возможностью изменений федерального, республиканского законодательства, а также тарифного регулирования, необходимых для их реализации и обоснования их эффективности. Университет Иннополиса готов помочь технологиями искусственного интеллекта. С его помощью исследования можно проводить быстрее. Так сейчас айтишники начали расчеты установки Танека, который будет производить битум. Мы получаем требования готовой продукции и уже идем, по сути, реверсом, обратным ходом для того, чтобы получить уже ту модификацию битума, которая нам нужна. Рустам Минниханов поручил подойти к этому вопросу более серьезно. Я за искусственный интеллект. Просто чтобы не машина и возня была, реальные математические модели, реальные результаты, чтобы были. Я вот про тебе как директору говорю. Ты меня услышал, да? Да, я слышал. Не модно, вот мы математические модели, мы такие-сякие, а чтобы реально это было. Ждем от тебя конкретных результатов. Я запомнил, и дорогу напишем. Дорога построенная, значит, с использованием битума, с искусственным интеллектом. Промышленникам и ученым президент поручил наладить более тесное сотрудничество. От представленных проектов ждут реальных результатов. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров Татнефти. Рассмотрели результаты работы за первое полугодие. Финансово-экономические показатели превысили прогнозы. Все за счет роста цен на нефть, нефтепродукты, а также мер по повышению эффективности производства. Совет директоров рассмотрел реализацию стратегии компании в текущих условиях. Несмотря на изменение внешней среды и выход из группы шинного бизнеса, компания сохраняет сильные позиции. Цели в сегменте нефтедобычи планируется достичь также за счет развития нефтесервисного блока. Приоритетом остаются рост производительности труда, эффективное управление затратами, развитие человеческого капитала. Также на заседании утвердили бюджет на сентябрь и вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени заместителю генерального директора Нурисламу Сюбаеву. Уже пятый день подряд в Татарстане регистрируют больше сотни случаев коронавируса за сутки. На сегодня выявлено 126 новых заболевших. Практически каждый второй госпитализирован – это 54 человека. Растет заболеваемость и в целом по стране. За сутки выявлено больше 33 тысяч новых случаев. За воскресенье привились 4882 татарстанца.
Все руководители Альметьевского района на утреннее совещание сегодня пришли в масках. Руководители и чиновники должны носить средства индивидуальной защиты на встречах с жителями и совещаниях. Сегодня здесь говорили о заболеваемости и мерах профилактики ковид. Тимур Нагуманов призвал жителей соблюдать санитарные требования. Сейчас в районе идет прививочная кампания от коронавируса. Бесплатно пройти вакцинацию или ревакцинацию можно во всех медучреждениях города. Мы ввели, в частности, у себя в администрации дополнительные ограничения. Связано это с ростом числа заболевших в последнее время. Мы по нашей территории, по территории Альметьевска, не наблюдаем такого бурного роста пока. Но, тем не менее, специалисты говорят о том, что как только начнется 1 сентября, дети начнут активно друг с другом контактировать. Это будет тоже очень серьезным источником распространения. Поэтому в этой связи сегодня очень важно позаботиться о своих коллективах, коллеги. Еще раз напоминаю про необходимость вакцинации. В Татарстане увеличат субсидии на проезд и покупку лекарств. Кого коснется повышение, читайте в интернет-газете «Реальное время». Какие дома в Казани строят вместо аварийного жилья? Как из старой хрущевки сделать современный дом и создать комфортную среду во дворах? Все это в течение недели будут изучать члены Общественной палаты России. Делегация приехала в Казань на форум сообщества. Большая встреча, где представители общества, бизнеса и власти обсудят социальные проблемы, пройдет в среду. А пока федеральные гости знакомятся с опытом Казани. Впечатлениями они поделились с Юлией Гоголевой. Как у вас вообще выполнение программы по переселению идет? Она уже на завершающей стадии. Вот мы читали эту справку вашу, это действительно так? Да. Вы планируете к 23-му переселить полностью? Да, все верно. Всех. Этот дом на улице Ильгама Шакирова в Салават-Купере сдали 2 года назад. Членам Общественной палаты показывают одну из квартир, в которую казанцы заедут из аварийного жилья. В делегации и маломобильные люди. У них к проекту квартиры возникли замечания. Ручки открывали и закрывали на высоте, на которой я точно не говорю. Ванная комната, узковатые двери, да, то есть, как бы, ну, в принципе, они для определенной коляски подойдут, то есть можно иметь какую-то узкую коляску, можно будет зайти. И пороги вот по балконам, конечно, потому что на сегодняшний день они двери узковатые, и ну, можно было, конечно, сделать беспороговое и пошире. Второй дом, который показывают общественникам, по соседству на улице Махмуда Гареева. Пока он не заселен, в квартиры не попасть. Члены делегации отмечают большую парковочную зону для людей с инвалидностью, просторные двери, внешний облик многоэтажек. Вопросы появились к детской площадке. Ни на одной детской площадке нет информационной карты. Кому принадлежит площадка, кто ее обслуживает, кто отвечает за безопасность на этой площадке. Есть ли сертификаты на эту детскую площадку? К сожалению, ваша управляющая компания нам не дала полный ответ. Визиты членов Общественной палаты России в регионы ежегодные. Главная цель – лично убедиться, насколько качественно строят дома, проверяют и итоги капремонта. По каждому даже выкрасу 5-6 вариантов. То есть в какой цвет красится стена, что это не масляная краска, там порожек, ступеньки, перила. Этой пятиэтажке на Волгоградской около полувека. Капремонт здесь завершили этим летом. Появились прозрачные двери в подъезд, безбарьерный вход, раздельный сбор мусора, видеонаблюдение, площадка для подзарядки электрокаров и умный домофон. Прикладывая ключ, жильцы сразу узнают о своей задолженности. За вашей квартирой числится задолженность по квартплате. Просим оплатить. Это впечатляет, когда можно из пятиэтажки сделать такой очень приличный, приятный и уважаемым с жильцами поговорили, тоже все это подтверждает. Капитальный ремонт, в принципе, здания и самое главное, вот особенно подъездных групп. Входные двери, вот эти все дизайн-решения, которые приняты, вот, на мой взгляд, это заслуживает хорошего примера для многих других регионов. Показали делегации и полюбившийся казанцам парк у озера Чайковое за 7-й больницей. Его открыли год назад. Тренажеры для реабилитации, зоны для игр в баскетбол на колясках и не только. Сегодня этим пользуются и пациенты, и жители близлежащих домов. Вот это общение, которое не делает различий между пациентами и здоровыми, попробуйте определить, вот, кто там сидит. Кто из них из больницы, а кто из них просто пришел в гости. Это способствует тому, что вот эта атмосфера закрытости, атмосфера угнетения, атмосфера необходимости бороться с болячками, она здесь исчезает. Основной форум сообщества пройдет в среду. Здесь обсудят, как увиденные успешные решения внедрять в других регионах страны. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.
В Лежском районе прошел туристско-патриотический марш-бросок работающей молодежи Татарстана. На 3 дня более 200 сотрудников предприятий республики расположились в палаточном лагере на берегу реки Мёша и проявили себя во множестве ипостасей. Это рыбалка, соревнования на выносливость и смекалку и творческие конкурсы. Как сотрудники промышленных предприятий проявили себя в полевых условиях, увидела Лена Зинатуллина. Аккуратно, не спеши, не спеши. Сотрудники нижнекамских электрических сетей на туристско-патриотический слет молодежи приехали впервые. В команду взяли лучших спортсменов, рыбаков и певцов предприятия. Отбирались участники по достижениям спортивным. То есть у нас в течение года проходит спартакиада. На этих соревнованиях счет идет на секунды. В завершающий день работники промпредприятий в роли солдат на марш-броске. Нужно не только быстро преодолеть большое расстояние по пересеченной местности, но и выполнить задания: стрельба, метание гранаты, тест на ловкость, коллективный перенос стакана с водой. Плавно, старайся плавно. Все, кто хочет, может пить. Ой, замечательно. Погода отличная. Все шикарно. Организаторам спасибо. Конкурсы интересные. Тамада веселый, как говорится. Такого у нас еще не было. Мы здесь впервые. Ну, адреналина много. Совершить марш-бросок в этом году приехали более 200 сотрудников 15 предприятий республики. Это казанские вертолеты и моторостроители, челнинские энергетики и нижнекамские сетевики. Каждая команда оборудовала свой палаточный бивак. Пока одни соревнуются, другие готовят обед и отдыхают. Целью мероприятия является это развитие туризма, воспитание патриотизма у молодежи, воспитание, значит, творческих сторон, спортивного направления. Молодежи нравится, то есть это видно по настроению. Мы, как организаторы, сами удивляемся. Каждый год к нам приезжают команды, все более и более подготовлены. Во-первых, и по физической подготовке приезжают команды, то есть они настраиваются сразу на победу, чтобы забрать кубок марш-броска по общему рейтингу. Очень круто на самом деле. И приходят заряженные. Соревнования молодежного марш-броска проходили 3 дня, практически без перерыва. Участники ловили рыбу, соревновались в кулинарии и творчестве. Обними меня, обними меня, обними меня. Победителя марш-броска определили по сумме результатов во всех соревнованиях. В этом году почетный кубок завоевала казанская команда Средневолжск-Сель-Электросеть «Строй». Лена Зинатульна, Дмитрий Аринил, Алмаз Заединов, ТНВ, Лаишевский район. Со дня на день в Казани ждут нового ректора КФУ. Указом премьер-министра Михаила Мишустина на эту должность назначен кандидат юридических наук, экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин. Он будет исполнять обязанности в течение 5 лет. Напомню, с 2020 года Ленар Сафин был сенатором от Татарстана в Совете Федерации. Нижнекамские учителя химии, физики и математики начнут учебный год с новыми знаниями. Более 150 специалистов в эти выходные приняли участие в образовательном интенсиве STEAM-школы, проекта программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур». Занятия для них провели известные российские педагоги практики в области инновационных образовательных практик. Как это было, увидела Гульнара Миниханова. Сибур понимает, что самые лучшие инвестиции – это инвестиции в детей. В зале более 150 учителей физики, химии и математики. Перед самым началом учебного года они сами сели за парты. Нижнекамск впервые участвует в межрегиональном образовательном проекте «Сибура». На сегодняшний день мир меняется, меняется система образования, вводятся новые стандарты. И очень важно, что такая мировая компания обращает внимание именно на содержание образования. Направление развития образования для нас важно с точки зрения тех выпускников, которые проходят через ряд образовательных учреждений. Базовое – это, конечно, школа. Мы хотим получать вдохновленных, открытых, заинтересованных, амбициозных ребят. Мне кажется, вот здесь нужно. После открытых лекций учителя приступили к практике. Здесь физики пишут программу для различных физических процессов. Сейчас все процессы, вся аппаратура, все автоматизировано. Все работает на электронике, на микропроцессорах, то есть без участия человека. Поэтому сейчас дети должны знать хотя бы азы, навыки. Денис Жилин рассказывает, какие свойства у полимеров и чем они отличаются друг от друга. Он уверен, в современном подходе к обучению должно быть больше практики. Только так можно заинтересовать школьников изучением такой непростой науки, как химия. Химия – это один из самых нелюбимых предметов. Именно из-за отсутствия эксперимента, по крайней мере, как показывает мой опыт. Я хочу показать, как можно широко использовать эксперимент для преподавания химии, так что это, в общем-то, будет не напряжно для учителя. Было интересно на лекции.
опыт работы коллег. То есть это обмен опытом, это тоже очень ценная информация. Программу обучения педагогов Сибур запустил 3 года назад во всех городах, где есть предприятия компании. Это вклад в подготовку профессиональных кадров с учетом запросов современного рынка труда и постоянного развития технологий. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В выходные в Альметьевске собрались создатели мультфильмов и любители современной анимации со всей страны. Здесь прошел всероссийский анимационный фестиваль Animation Альметфест «Каракуз». Начинающие сценаристы защитили свои проекты перед звездами жюри в региональном молодежном конкурсе «Сказки народов Поволжья». Также на фестивале впервые прошел премьерный показ мультфильма «Герои Актюбы». Это история о юных экологах, которые защищают природу республики. Мультфильм посвящен поселку в Азнакаевском районе, где нефтяники планируют создать поселение будущего – полигон для развития зеленых технологий. Это совместный проект уфимской студии «Муха» и школы анимации Альметьевска. Вклад в создание мультфильма внес и наш телеканал. Героев-журналистов, которые приезжают на съемки в Актюбу, озвучили генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов и исполнительный директор Алина Сулейманова. Алина, работаем! Наши юные активисты провели полезную акцию по раздельному сбору мусора. Выбор теперь ход за нами, за взрослыми. Они очень быстро записали свои голоса. И мне кажется, очень симпатичная вставочка в мультфильм получилась. Мне кажется, это еще какое-то такое обаятельное украшение этой передачи. Вот здесь наши актюбинские ребята, вот узнаваемые их школа, наши ТНВшники, ну, просто вот все наше. Хотим в будущем, то есть, создать целую историю, которая рассказала бы о всех приключениях наших героев, которые смогли бы раскрыть все аспекты возможного преображения любого города. В дальнейшем, то есть, мы надеемся, что сможем сделать из этого действительно сериал. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. В завершении программы возвращаемся к одной из главных тем дня. Сегодня День российского флага. На Кремлевской набережной Казани развернули самый большой триколор. Посмотрим, как это было, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. Россия знамя, Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Здравствуйте! Лето уходит, но палящее солнце пока не планирует уходить. По данным сервиса Яндекс.Погода, прогрев воздушной массы продолжится в Бугульме, Бавлах, Азнакаево. И температура снова превысит 30-градусную отметку. Во вторник не по-августовски жарко в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Плюс 31 на термометрах. Вода в реках уже цветет, поэтому искупаться вряд ли получится, но прохладный душ всегда к вашим услугам. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши небо безоблачно, без осадков, ветра и до 30 градусов выше нуля. Пейте больше воды и старайтесь долго не находиться под палящим солнцем. В Арске, в Кукмаре, Балтасе температура продолжит расти. Днем составит 30 градусов выше нуля. И также осадки не ожидаются. Антициклон прочно обосновался и удерживает сухую, солнечную и очень жаркую погоду в Болгаре, Држаном, Буинске. Температура повышается. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ждать осадков не стоит. А повышение температуры вполне. Днем плюс 31. В среду погодные процессы не изменятся. Будет также очень жарко и без дождей. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк», Новые Горки в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Метьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк», Новые Горки. 2 677 677. В
В Казани сохраняется ясная, жаркая погода без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Ночью плюс 17, а днем 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление выше нормы, 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Магнитное поле в норме, но жара может негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите себя. Пожарная опасность в республике чрезвычайно высока. Будьте осторожны при обращении с огнем. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.